И вот дым прям ночью выходишь, такой дым стоит на улице, даже боишься, неужели мы этим дышим. Ну вот у меня ребенок заболел астмой, старший сын. Вот когда зимой был смог, я сильно заболел, и мы с мамой все время ходили по разным врачам. Я от школы освобождался, потому что, кашлял каждые 2 минуты. Старший сын, когда родился, я в Ташкомыре родила, мы там, пока ему не исполнилось 6 лет, жили там. Работали, мы там тоже постоянно печку топили. То есть, это я мнение свое говорю, мне кажется, может быть, его астма получилась из-за того, что мы, когда печку я чищу, начинаю мы когда топим, дымит, ребенок всегда рядом был. Он же со мной же всегда ходил, мы его в садик не давали. Вот у меня сарай, вы посмотрите, вот 100 мешков, и я вот так дрова прям докудова запаслась. Весной, и когда много дыма, очень сильно кашляет. Вот на улицу выходим, особенно в прошлом году такой смог был ужасный, он постоянно кашлял. Вот этот смог, который был в прошлом году, очень сильно на него влиял. Мы пошли полностью обследовались, но они посмотрели, говорят, астмы уже нету. То есть там есть такая норма, которая пока, первая стадия, да, можем сказать, есть, но не активная. Но мы связались это смогом только. Увлекаюсь робототехникой, люблю рисовать, но не очень красиво, просто как любитель. Но я чувствую то, что я создатель, ведь я рисую, создаю. Этот 3D-принтер, мне иногда нужны некоторые детали для моих роботов, допустим, клешни, руки. И это все я печатал. Так что я думаю, что нам всем нужно меньше использовать, полагаться на транспорт, меньше предпринять какие-то меры, чтобы удешевить то электричество, чтобы люди могли больше полагаться электричеству, а не бензину и того, что горит и выделяет углекислый газ. Можно больше садить леса, потому что каждый листик, поглощая углекислый газ, выдает вам кислород. Можно придумать очень много идей для того, чтобы обезопасить нашу землю и сделать так, чтобы в ней смогли жить мы и будущие поколения.